В республике подводят итоги Башкирской шахматной лиги. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Карина Абсалямова. Это заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Республики Башкортостан. Карина Рустемовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, насыщенные дни. Впрочем, в шахматных соревнованиях вообще выходные очень редко бывают, каникулы и так далее. И вот Башкирская шахматная лига, второй сезон проводится. Расскажите, был новый формат. Вот прижился ли он? Вы знаете, в первую очередь стоит сказать, что Башкирская шахматная лига – это социальный проект в рамках нашей глобальной задачи развития районов нашей дорогой республики. В прошлом году этот проект стартовал с кругового турнира, в котором каждая команда из уголков нашей республики должна была ездить друг к другу в гости. Здесь мы столкнулись с некоторыми проблемами в плане транспортировки ребят, поэтому в этом году у нас новый формат, когда мы делим все команды на зоны. У нас 5 зон. Центр Уфа, север, юг, запад и Башкирское Зауралье. Стоит отметить, что такой турнир не имеет аналогов во всей стране. Это наша собственная задумка, задумка Федерации шахмат Республики Башкортостан, которая весь год над этим проектом работала, старалась, помогала командам друг к другу приезжать и отбирать финалистов. Я знаю, что были вопросы и в проведении соревнований при таком формате. Вот, например, в Акьяре, в Хайбулинском районе, иногда не получалось собраться из-за погодных условий. Да, ну вот разные обстоятельства бывают. В итоге, везде ли были организованы туры? С каким результатом подошли к финалу? Да, сложности бывают везде. Мы были им на самом деле только рады, потому что сложности делают наш проект сильнее. Мы уже учли тоже некоторые моменты на следующий год, что нам стоит доработать, что стоит изменить. В итоге все полуфиналы были проведены и были отобраны финалисты. Центр Уфа у нас 4 финалиста. Это команда Федерации шахмат Республики Башкортостан, команда Профи-64 и команда Талпара, спортклуба Талпар. Также 4-м финалистом является юная команда из Нагаева, чему мы очень рады. В районе Юг 2 команды из Стерлитамака вышли, и также команда Гафурийского района, села Красноусольский. В центре Запад у нас 2 команды, это Октябрьский и Тоймазы. На севере у нас Нефтекамск и Агидель вышли, и также в Башкирском Зауралье у нас отобрался Акьяр. Все эти команды уже на подходе в Уфу, где состоится данное соревнование. Карина Рустемовна, ну это в принципе без сенсации, то есть это лидеры, кто был, и подтвердили свое реноме. Вы знаете, были и у нас такие удивительные результаты и у команды Нагаева, чему мы очень рады. Также были у других команд определенные способности, которых мы не знали. Поэтому спасибо им большое, что они участвовали. На самом деле мы очень рады, что этот проект у нас поделился на зоны в этом году, потому что в прошлом году многие из этих команд не участвовали в соревнованиях. А сейчас, поделив на зоны нашу дорогую республику, больше команд участвовало порядка 20 команд, 20-25 команд, и из них уже отобрались сильнейшие. Федерация шахмат Республики Башкортостан принимает все иногородние команды в Уфе. Все эти команды будут размещены недалеко от Конгресс-холла, где и будет состоиться данное соревнование. Я правильно понимаю, что приняло участие 25 команд, да, плюс-минус, хотя вот в первом дебютном сезоне Башкирской шахматной лиги всего 10 команд приняло участие? Совершенно верно. Вот в этом и заключается наша основная задумка развития шахмат в районах, чтобы больше команд, больше ребят привлечь к этому соревнованию. А если говорить именно по численности ребят, и сравните вот первый сезон и второй сезон, может быть, навскидку получится? У нас получается и в том, и в другом сезоне 10 человек участвуют, 10 спортсменов в одной команде, то есть у нас увеличение произошло в 2,5 раза. Это достойный результат. Вот эти все ребята, которые принимают участие в Башкирской шахматной лиге, понятно, что это любительский уровень, да, но
Просматривает ли Федерация шахмат Республики Башкортостан для того, чтобы поднимать каких-то вот детей, у которых, да, есть задатки, таланты, для того, чтобы развивать их дальше? Конечно, конечно. Федерация шахмат следит за всеми результатами. Наш исполнительный директор Денис Сергеевич Малин очень заинтересован в ребятах, которые могут выстрелить в дальнейшем на республиканских, всероссийских соревнованиях. Конечно же, мы их прослеживаем. При этом Башкирская шахматная лига – это командный турнир. 7 мальчиков, 3 девочки приезжают друг к другу в гости на соревнования, становятся сплоченной, дружной командой. Это ли не счастье, это ли не удовольствие? Если говорить не только о башкирской шахматной лиге, но и о других турнирах, в частности, недавно вернулись с командного первенства России, в котором принимало участие шахматисты башкирские во главе с вами. Как выступили и как ваша новая роль? Да, хочется сказать, что это для меня был новый опыт. На командный чемпионат России я уже ездила несколько раз в качестве участника своей команды республиканской. Но в этом году впервые я выступила в роли тренера, руководителя нашей команды. Опыт очень понравился, довольна девчонками. Они молодцы. Мы поехали впятером, 5 прекрасных девочек и я отправились на командный чемпионат России среди девушек 2011 года рождения и моложе. Стартовав 6-ми, девочкам удалось занять 5-е общекомандное место, чему мы очень рады и довольны. Девочки приехали воодушевленные, все-таки командный турнир – это особый вид шахмат. Они приехали довольны и сказали, что будут участвовать еще, стремиться и расти. Кто девочки? Давайте имена скажем. Зайцева Диана, Игнатьева Соня, Ишкинина Самира, Надежда Володина. Надежда Володина, кстати, из Стерлитамака, насколько я понимаю. Да, Надежда Володина из Стерлитамака, совершенно верно. То есть девочки не только из Уфы? Да, у нас было 3 представительницы Уфы, 2 девочек я уже назвала, и Петрова Яна у нас еще из Уфы. А 2 девочки, да, Ишкинина Самира и Зайцева Диана, и Надежда Володина, это представительницы Стерлитамака и Салавата. То есть у нас вот есть возможность ребятам и из других городов тоже пробиться и принимать участие вот на российском уровне. Совершенно верно. Когда мы получали вопросы по поводу формирования команды, конечно же, все получили один единый ответ, что команда формировалась исходя из рейтинга текущего девчонок. Соответственно, мы взяли текущий список и собрали команду. Там не было никаких делений по поводу того, кто у кого занимается, может быть, кто в каком районе живет, кто в каком городе. Чисто рейтинг, спортивный отбор. Карина Рустамовна, если говорить именно о предстоящих соревнованиях, впереди, кажется, лето, у всех межсезонье, у большинства, да, видов спорта, особенно у зимних видов спорта, понятно, что в Башкортостане не может быть более развито у нас, но тем не менее шахмат это не касается. Впереди очень 2 насыщенных, очень крупных турнира, насколько я понимаю, это мемориал Гумерова и мемориал Веры Пензиной, причем это этап Кубка России среди женщин. Да, совершенно верно. У нас спрашивают, Федерация шахмат, вы когда-нибудь отдыхаете? Мы можем сказать, что на ближайшее лето мы точно не отдыхаем. С 1 июня мы ждем команду из Луганска. 20 спортсменов и 2 руководителя приедут к нам, будут проживать в Юматово, проживать, отдыхать, учиться шахматам, и мы приложим все усилия для этого. Приедут они к нам на 3 недели, и все наши силы будут направлены на них. Также во 2-й декаде июля у нас начнется всероссийский турнир «Мемориал Гумерова», где у нас будут отдельные этапы Гран-при России по быстрым шахматам и молниеносным шахматам, а также среди детей впервые мы примем детский этап Кубка России. В августе у нас уже будет мемориал Веры Пензиной. Уже в 3-й раз пройдет этот турнир как этап женского Кубка России.
Насыщенный календарь, насыщенные события. Остается только выдержать этот темп, чего мы вам желаем. И чтобы самое главное, благодаря этим крупным турнирам все больше детей подтягивалось. И причем не оставались на любительском уровне, а уже соревновались для того, чтобы выступать и на российском уровне. Да, совершенно верно, это так. Мы с вами уже это обсуждали на одном из интервью, как я вам рассказывала, с каким удушевлением дети смотрят на сильных шахматистов, которые к нам приезжают. Недавно мы это наблюдали на прошедшем турнире «Мемориал Старцева», который являлся этапом Кубка России среди мужчин. Как ребята подбегали, смотрели на этих гроссмейстеров и говорили: ой, хочу быть как он, буду стараться, буду трудиться. Ради этих счастливых взглядов мы и организовываем эти турниры. Безусловно, приняв участие в них, ребята потом приходят домой перенасыщенные положительной энергетикой и хотят заниматься шахматами. А это и есть цель нашей федерации. Мне нечего добавить. Карен Рустемовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими мыслями. Желаем вам успехов, и чтобы каждый турнир в организационном плане прошел без сучка, без задоринки. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.